Сегодня у нас презентационный показ нашего спектакля. Спектакль, который создан по пьесе московского драматурга Данны Сидерос «Всем, кого касается». И называется он «Как избежать зла». Также называется наш проект «Студенческий инклюзивный театр. Как избежать зла». Проект был запущен в сентябре 2019 года. Был поставлен спектакль, и этот спектакль уже проехал по нашей республике. Мы дали более 20 представлений, которые посмотрело около 5000 зрителей. В основном это подростки и студенческая молодежь. Мы не ожидали, но спектакль стал не столько культурным событием республики, сколько социокультурным. Потому что те старшеклассники, которые видели спектакль, они узнавали в нем себя, они видели в нем свои проблемы, они так живо реагировали, что иногда даже актерам было сложно говорить. Настолько эмоциональный был отклик из зала. И сегодня мы на родной сцене еще раз показываем наш спектакль. Для тех, кто еще не видел, я поясняю. Действие происходит в одной московской школе, 9 класс, 3 сентября. В класс приходят новички, 2 брата, которые общаются между собой на странном языке жестов. Класс не воспринимает их. Что происходит дальше, мы узнаем из нашего спектакля. Итак, первый РТПП представляет. Начинаем. Уважаемые зрители, большая просьба во избежание неловких ситуаций отключите свои мобильные телефоны. Благодарим за понимание. Спасибо. Вы новенький типа? Типа того. Ну, привет, я Лиза. Миша. Что, женщине уже руку не пожать? Просто еще рано. А ты до полудня руки не пожимаешь. А может, для него это уже предварительные ласки, а? Вы даже чаем не попили, а ты уже набросилась, ну. И как я жила все лето без твоих остроумных реплик? Ну ты обращайся, надиктую. Понятно. За лето Гермиона совсем не изменилась. Да не можно тебе руку пожать, она у него занята. Ну, привет, я Лиза.
Красиво. Считай до 3. И что же дальше? 1, 2. Третий день учебы. Что за разборки? Павел, Здрасте. ну и что у нас тут? Изучают сложно подчиненные предложения. Здесь происходит что-то, во что мне следует вмешаться? Спасибо. Все в порядке. Сеня. Так, у нас 2 новых человека. Миша и Костя. Костя и Миша. Они приехали к нам издалека. У них была другая школа, с другими порядками и правилами. Вопросы есть? Вопросов нет. Миша, Костя, расскажите о себе. Мне нечего рассказать. А Костя? Вот что это сейчас было? Миша, вы хотите что-то пояснить? Всем привет. Мой брат не разговаривает. Но в остальном он в порядке. Не нужно бояться. Можно мы сядем? Да. Вон там свободно. Все поняли? Да. Отлично. Тогда сегодня пишем эссе на тему «Как избежать зла». Запишите кто-нибудь на доске. Будешь руки распускать, я их тебе вырву, понял? Как избежать зла? Ой, Так, это учебная. С вещами на выход. Увидимся завтра. Ты что сидишь? Там балетный класс горит. Я на работе. Я тебе зауч или кто? Пойдем. Мне еще оперную студию проверить надо. Прямо не школа, а большой театр. Я, как директор школы, ответственно заявляю, никакого пожара не было. Ну, Софья Алексеевна, как ваш там образцовый класс? Как новички приживаются? Отлично. За первые 5 минут уже успели Лизу за задницу схватить и с Пашей попадаться. Прямо вот за... Ну так Лиза утверждает. И что? Вы разобрались? Ну, я спросила. Хотят ли они, чтобы я вмешалась? И они не хотят. А вы их обо всем так спрашиваете? Ну, разумеется. А если они убить кого-нибудь соберутся, вы тоже будете спрашивать, можно ли мне вмешаться? Я буду ориентироваться по ситуации. Они у вас в теплице растут, а тут им подбросили инвазивный вид. Это Миша и Костя инвазивный вид? Ну вы же их видели. Мальчики как мальчики. Ну вы же помните, что было в этом, как его? У нас такое исключено. Там школа отстойник какой-то был. Да, но вы приглядитесь к ним все-таки. Это ведь была не первая школа, и везде они что-нибудь устраивали. Устраивали? То есть это они виноваты в том, что с ними там делали? А вы не заводитесь. Ну почему в каждой школе, где они учились, был пожар?
оказалось интересной. Многие считают, что нужно быть ко всем одинаково добрым, подставлять вторую щеку и все такое. Хочу сказать, что это не работает. Чтобы искоренить зло, нужно уметь драться и всегда отвечать. Что скажете? Это тупо. Все тогда будут бить всех бесконечно. А тема была, как зла избежать, а не как добра добиться. Это ты что ли накатал? Крятись-корятись. Заткнись, сам заткнись. Ты ничего не Да, понимаешь? в базар не скатываемся. Можно я? Да, Гузель, говорите. Мне кажется, что даже самые испорченные люди отзываются на человеческое к ним отношение и становятся лучше. Гузечка, а ты где это вычитала? В учебнике правильности, да? Не нравится? Не слушай. Отличная мысль. Семен, снимите, пожалуйста, наушники. Софья Алексеевна, говорите громче, я вас не слышу. Вернитесь к нам, Семен! Это неуважение! Что? А вот именно об этом я и хотел написать в своем эссе, что некоторые вещи решаются только силой. Вы меня взбесили не на шутку, так что это не зачет. А я был готов к потерям. Это ты эту фигню написал. А что, Гузечка, если автор не Паша, то сразу фигня, да? Тварь ты, Сёма! Что с вами происходит, Семен? Увлекся театром. Только не мой полудурок, меня оценил тоже. Да! Друзья мои, так не пойдет! Вы не слепые! Только некоторые из нас немые. Семен, заткнитесь, пожалуйста, на время. Окей. Так вот, вы не слепые. Я думала, что у нас с вами взаимное уважение и работа. Второго предупреждения не будет. Хороших выходных. Софья Алексеевна, да, Лиза? А вам не кажется, что несправедливо из-за одного Семена наказывать всех? Нет, не кажется. Вы коллектив. У вас все проблемы должны быть общими. Проявите себя, вы же лучший класс. Я уверена, вы справитесь. Я бы не играл, да? Всегда. Паша. Ты игрался? Пашечка, дорогой, приляг со мной, расслабь, пошел ты. Ты можешь объяснить, что это сейчас было? А не надо ничего объяснять. Он сейчас пойдет и извинится просто. Да. И как ты меня заставишь? А ты, родной, давно носом пол не бороздил? Нет, не бороздил. А ты вообще на кроты людей-то бьешь? Или так просто, о, у меня руки есть? Не вас находишь? Паша, не надо! Паша, пожалуйста!
клоун. Пошел. Домой пойдешь? Нет. На химию, если не эвакуируют. А вы брат и сестра, да? Угу. Близнецы. А вы чего радуетесь-то? Я не радовался. Ну вот этот твой. Костян сказал, что это смешной обман. Так и сказал. Угу. Как это будет на вашем? Ну, если я покажу это на тебе, ты тоже будешь орать, что я тебя облапал? Нет, я не буду. Я просто молча врежу, если что. Очень располагает к дальнейшей коммуникации. Ну ладно, покажи. Это значит, что ты радуешься. А это обман или розыгрыш. Вот так. Нет, это просто говорить. А если врать, то надо прямо ущипнуть. Понятно. А Лизке вы что сказали? Костян просто представился. А что из этого по, а что стя? Ну ничего, это так не работает. А тебя как зовут? Круто. Давай я. Меня зовут... Ух ты, а можно я? Да. Рита. У тебя очень красивое имя. И чем это вы тут занимаетесь? Где ваш классный руководитель? Вышла, и вы выходите. Давайте быстро, там дыр в коридоре. Не школа, а цирк какой-то. Ты куда? Вы в другой стране. Да я к своим. Проверить, все ли вышли. Вышли. Марат Камильевич всех моих вывел. Теперь мне все мозги этим съест. Да. Что бы хотел, что ты черти где, а дети одни? Это не дети, а монстры. А у меня твои просто дусечки. А у меня они весь страх потеряли. Гузель! Ты что тут делаешь? Я в туалете была. На выход, быстро! Софья Алексеевна, вы простите Семена. Он просто влюбился в вас. С гормонами не справляется. Что? А это давно уже не секрет. Да быть такого не может. Ужас. Бедные твои дети, Соня. Почему мы с тобой так плетемся? Я астму заработаю. Пойдем, задохнешься нафиг. Что? Ну, не знаю пока. Может быть, это просто любопытство. Нет. Идем. Давно подругами за стеной
свадьбу давно под руками за стеной. Мне снова снится, что я смело набираю высоту. Это так смешно, раз я летаю, значит я расту. Город произошел, мою комнату пусть темноту, и я покину дом, сквозь потолок уйду. Нет, ну а что, все время ругаться и истерить лучше, что ли? Лучше. Поругаются и перестанут. Надо же и дети подумать. Плохие родители, фу такими быть. Ты заткнешься когда-нибудь? Когда сдохну. Поскорее. Лизонька, я тебя не подведу. Супер! Слушай, они взрослые, серьезные люди. Имеют право. Я бы на твоем месте дал им разойтись. Чего ты пристал? Твои будут разводиться. Тогда и проявишь свое мега-благородство. Мои не будут. Не зарекайся. Никогда не знаешь, когда твоей мамаше-профессору подвернется студент в классных джинсах. Да, ты права. Ты совсем что ли? Что? Паш, ты извини меня. Я не знала. Ладно. Все равно давно. Ну, как хочешь. Ты бы обезьянку свою на привязи держала, а? Паш, может, Да хватит? противно! Как педики какие! А что, боишься, Пашечка, всех парней убегут? Тяжело, наверное, когда в семье оба ребенка не получились. Так, ребят, начнем сегодня чуть пораньше. Я вас отпущу. Что ж такое-то? Так, ладно. Стойте. В прошлый раз я повела себя не совсем корректно. Поэтому прошу меня извинить. Окей? Софья Алексеевна, извините меня, я был неправ. Принято. Мир. Ну а теперь выходим. Что такое опять? Мы Вы выходим. должны были выйти 3 минуты назад. Мы выходим сейчас. Быстро! Знаете, мне кажется, самым действенным способом было бы выпускать в коридор под присмотром. Мои такое терпеть не будут. О, да, эти не буду.
Что значит не будут? Не аттестуем и все. Кто здесь главный? Мы или они? Главное, у нас всегда была вменяемость правил, Марат Камильевич. У нас чрезвычайное положение. Мы временно принимаем меры. Меры? Меры? Водить людей строем? Это не меры. У нас здесь не тюрьма и не армия. У нас за 4 недели 4 возгорания. Главное, пока все дымовушки. А если реальный пожар, то кому-то светит реальная тюрьма. А может, это нам сигнал? Рика. Либо нас от чего-то отвлекают, либо ставят над нами эксперимент. Кто? Дети? Ну а кто? Помните, пацан в окно сиганул с огнетушителем? Помню, да. Я про это. А нам от пожара спасаться не надо, Марат Камильевич? Надо только проверить учебный театр. Облетит, если нас найдут. Уроки кончились давно. А ключ у тебя откуда? Ну, это не фокус. С чего начнем? А что бы ты хотела узнать? Все. Это не очень конкретно. Что это? Это значит, что Костян признает тебе своего. Ага. А как сказать, что я тоже признаю? Ну, можешь просто повторить. Не рановато? А когда будет нормально? Через пару лет? Не знаю. Где-то так. А Костик сразу не разговаривал. Ты можешь говорить с Костей. Он здесь и все понимает. Что это значит? Ну, это что-то типа «все окей». Понятно. А зачем друг друга трогать? А почему нет? Ну, это выглядит немного... Странно, да? Извини, что-то меня занесло. Я просто спрашиваю, зачем друг друга щупать, если это всех так раздражает? Когда мы были маленькие, Костян не говорил, а я не видел. Ну и пришлось как-то выкручиваться. Ну, ты же не слепой сейчас. Нас забрали из интерната, и мне сделали операцию. Офигенно. Так вы приемные, что ли? Угу. То есть вас забрали из детдома, и теперь вы тут учитесь? Вот повезло. Я 2 года из штанов выпрыгивала, чтобы меня взяли в этот класс. Да. Нам всегда очень везет. Блин, ну извини, что я не инвалид и не сирота. Да пошла ты! Костя, идем отсюда. Может быть, ты откроешь дверь?
заперта. Пацан 3 года назад в окно сиганул. Я видела там. Выпусти нас. Пожалуйста. Ладно. Извините меня. Я просто хотела общаться. Костян, ты идешь? Вот видишь, все в порядке, я своя. А это что значит? Это дом. Костян приглашает тебя к нам. Я придумала. Мы идем к Рите. А родители твои? А что родители? Ну, они не будут в шоке от таких вот гостей. Они нормальные. Идем. Итак, насчет патрулирования школы. Я вписала всех по алфавиту. А нас с Костей нельзя поставить вместе? Нет, нельзя. Интересно. А эта обезьянка сама в сортир ходит? Или ей тоже братец помогает? Паш, ну, Паша! Мальчик, успокойтесь, пожалуйста. Пошли спать. Пожалуйста, Миша! Спасибо. Значит, я в понедельник, а Костян в субботу? Да, Ясно. Идем. подождите, я с вами. Всем пока. А Витя теперь с полудурками ходит? Ведь он, Малена, всю жизнь со своим братцем общается и не привыкает. Ну ладно. Я пошла. Всем хватит. Ты на остановку? Да, но не с тобой. Не обращай внимания. Они дебилы просто.
У меня возникло небольшое срочное дело. В школе завелся пироман. И все время что-то горит. Поэтому, Миша и Костя, прошу в мой кабинет по одному. Не школа, а театр мимики и жеста. Костя, ты пойдешь со мной поговорить? Нет! Фу! Мне сейчас показалось, я разговариваю. Может, это звукоподражание? Ну, как у Скворцова. Лиза, Паша, вы чего? Миша, ты-то пойдешь со мной поговорить? Вряд ли. Марат Камильевич, на каком основании? Вот основании. Вот видите, горит там, а все мои тут. Это значит, что они тут ни при чем. Нет, не значит. Почему? Во время поджога они находились точно в школе. Значит, могли. Но вы-то тоже тут находитесь. Значит, и вы могли? Значит, и я. Значит, и я могла. И вы, и я. Что оставили? Выходим быстро. Ой, папочки, горит пожар! Где? Там, в подвале. За мной! Ритуль. А твой парень Русалочка умеет разговаривать. Ты в курсе? Мы так удивились. Думаю, Рита знала. Они ведь такие друзья. Костик. Не обращай внимания, Рит. Так, ладно, пошлите. Потом разберемся. Ты вообще все пропустила. Что? Дома расскажу. Парни, пошли к нам. Что это нафиг значит? Пашечка, это наш, масонский. Тебе не понять. Антон, выходим! В общем, теперь вокруг школы менты в обычной одежде ходят. Да нет, ну ты чё? Ну ладно, Костян, не парься ты. Потом что недельку тебе разойдутся. А чего нервничать, если ничего не делают? Может, это вы поджигаете? Лиз, а может, это ты поджигаешь, а? Накатила чего? Да пошла жить. Люблю, когда ты сердитая. Ты, Сёма, пожилых теток любишь. Что? Да ладно. Для кого уже не секрет, что ты на Софью запал? Я? Вся школа в курсе, включая и Софью. Что за бред? Не думай! Не подходи ко мне! Мурат! Когда вы уже в следующую школу сбежите? Нам тут нравится. Нравится? Что вот здесь я терпеть не мог. Чтобы для всех пустое место? Ты, Лизонька, зато и пустое место. И целуешься не как карась. Но я хотя бы не даю себя лапать на глазах у всех. Не трогай меня! Какие вы все? Я ухожу.
Значит так, Софья Алексеевна, судя по всему, это твои новенькие. Почему это по всему? Ну, мы всех проверили, больше некому. Да и в предыдущей школе, где они учились, тоже был пожар. И что? Кто-то доказал, что это были они? Сонь, ну а кто еще? Марат, ты сейчас серьезно? Абсолютно. Мне вот иногда кажется, что тебе реально что-то вкололи. Это же бред! Это бред? Сегодня они кидают дымолужки, завтра проносят бомбы, а что послезавтра? Собор Парижской Богоматери, да? Бог с вами. Что вы предлагаете? Исключить. Вы не можете исключить мальчиков ни за что. Да с ними нет никаких проблем! Ой, да ладно тебе, их даже пятиклашки в коридорах тюкают, не говоря уже о твоих. Они дразнятся, потому что не знают, как с ними взаимодействовать. Они дразнятся, потому что не умеют вешать их на батарее, как был в предыдущей школе. Марат Камильевич, ваше обвинение звучит и правда несколько голословно. Соня, что случилось? Семен таблеток наглотался. Что? Тут прямо в школе? Живой? Живой. И слава Богу. Ты как? Да ничего, нормально все. Спасибо. А это тебе привет. Это что? Тебе-то какая разница? Просто он тоже меня за ухо хватал. Не выдумывай. Никто тебя не хватал. Это сочувствие. А это Семен. А я как называюсь? Как представишься, так и будешь. А что делать нужно? Ну смотри. Это, например, я. Прикольно. Вот так. Нормально? Ага. Угу.
Еще одна вступила в секту щупальщиков. Или как вы там себя называете? Трогательное братство, а? А у тебя, Пашечка, тоже имя есть. Очень подходящее тебе имя. А он сам так представился. В первый же день. Я так понимаю, вам уже все рассказали? Да он сам все на своей странице слил. Постов 20 накатал. Вита, как вы? Я нормально, Софья Алексеевна. Миша, Костя, вас, наверное, скоро исключат. Понятно. Скажите, вы имеете хоть какое-нибудь отношение к этим чертовым пожарам? Нет. Нет. Кость, а ты кроме «нет» умеешь еще что-нибудь говорить? Нет. Когда мы были маленькие, это было очень нужное слово. Другие мне его не удалось уговорить выучить. Ну, тогда вам придется дать нам пару мастер-классов. Чего? Да-да, вот этого. Блин, с таким общением скоро прыщи полезут. Лиза, никто же не неволит. Да я смотрю, вроде уже как и надо. А то моргнуть не успеешь, а ты уже отсталый. То есть, до этого у нас в классе был один юродивый, а теперь мы как бы всем классом юродивые будем. Быть юродивым не страшно, Павел. Страшно начать над кем-то издеваться и не заметить этого. Короче, не сопротивляйся. Миш, а почему ты женщинам руку не пожимаешь? Я нет. Просто пожать руку — это если ты скучал. А если вы не знакомы, то никак не выходит. А вот нельзя было сразу так объяснить, по-человечески. Извини. Видимо, сразу нельзя было. Вот вы придурки. Я рада, что вы приходите к пониманию. А как будет наоборот? Уходить. Это я, а это ты. А это что значит? Это поцелуй. Это на вашем? Это на международном. У меня парень есть. Да, это проблема. Он крупный? Ну, приличных размеров. Да.
Thank